Я родился недалеко отсюда, буквально в 3 минутах. Мне очень приятно, что я прихожу сюда. Когда я прихожу сюда, я вспоминаю свой дом, который сейчас снесли, который находится напротив татарского посольства. Я вижу здание Ростелекома. Когда-то там было совершенно другое место. Я там учился кататься на велосипеде при помощи моей мамы. И рядом, это самая крупная пещера в Европе, где во время Второй мировой войны моя мама, моя бабушка, 2 мои тетки прятались от бомбежек Люфтваффе. И рядом дом, где моя мама, будучи еще ребенком, сбрасывала фугаски, когда, я повторюсь, немецкая Люфтваффе бомбила Москву. И мой дом не пострадал, потому что мы, татары, немцы, латыши, русские, жили здесь вместе. Слово «таганка» имеет татарское происхождение. И придя сюда и посмотрев через это окно, я вижу площадь, где был самый крупный магазин в Европе по продаже фарфора. Он так и назывался – «Хрусталь-фарфор». И мне очень приятно, что именно здесь Михалков делал свой фильм про вокзал вместе с Гурченко. Я знал его отца еще ребенком. Его отец, когда я был очень маленьким, спас мой детский сад, мою группу и меня от реальной смерти. Я никогда не забуду об этом Михалкову. И сейчас моего детского сада нет. Он был в Высотке, на Котельнической набережной. Но потом это стали замалчивать. Вместе со мной были дети очень высокопоставленных людей бывшего Советского Союза. И именно папа кинорежиссера и актера Михалкова спас меня и тех детей, с которыми я был в одной группе. Мне приятно, что, приходя сюда, я вспоминаю свое детство. Хорошее, тяжелое, плохое, прекрасное. И встречаю здесь людей как своей татарской национальности, так и представителей других национальностей. Это хорошее. В отличие от многих казанских татар, которые забыли, у нас, у горьковских, пензенских, крымских татар, раньше подоснова была католическая. И мы приняли ислам от казанских татар. В силу этих причин наш ислам национален, и у нас нет арабских и персидских заимствований. Мы пришли в ислам через католичество от казанских татар. Сейчас многие в силу отсутствия знаний, потому что эти знания не давались, считают, что якобы ислам восточной булгарско-хазарской части единой татарской политической нации принес Ибн Фадлан. Это ложь. Восточная часть булгарско-хазарская единой татарской политической нации из Волжской Булгарии, но правильное ее название — Великая Волго-Камская Булгария или Великое Волго-Камское Булгарское государство. Они приняли ислам добровольно, потому что тогда страна признавалась на международном уровне, если у нее было государственное восприятие религии. Только страна, которая имела какую-то религию, признавалась ее соседями. И западная часть, половецко-хазарская, а именно Кумания, это латинское название нашей страны. На нашем татарском языке Кыпчак-Иле, на русском языке страна половцев. И тогда мы исповедовали католичество. Казанские татары принесли нам ислам. И я хочу повториться, что они приняли его добровольно, а вовсе не от арабского иностранца, семитского иностранца Ибн Фадлана. И иногда от того, что не давали это знать, некоторые представители моего народа воспринимают иностранную арабскую семитскую культуру как свою. Это иностранная, чуждая нам культура. Мы являемся представителями татарского
этноса, татарской культуры и общетюркской культуры, и общероссийской культуры. И с арабами, с семитами у нас нет ничего общего. Но мы имеем влияние на них. Не они на нас, а мы на них. Потому что во время существования мамлюкского султаната именно татарская династия правила не только Египтом, но и ближайшими регионами. И татарские адмиралы военно-морского флота руководили всеми победами мамлюкского султаната. И все документы мамлюкского султаната были на татарском языке, на двух языках. Там было два государственных языка: татаро-кыпчакский или татаро-египетский и арабский язык. Но, к сожалению, об этом не пишут. И сейчас нашу татарскую историю воруют наши тюркские, этнические родственники. Казахи воруют нашу культуру. Взяли и написали нашего татарского великого полководца Бейбарса в казахи. Он никогда не был казахом и никогда не будет, потому что он только этнический татарин. Именно при помощи татар казахи стали называться казахами, потому что раньше они назывались кара-кыргыз или сары-кыргыз, черные кыргызы или желтые кыргызы. То же самое нашу историю воруют джунгарские и монгольские башкирты. Именно воруют, включая кто-то украл наш гимн, татарский король, рыцарь Камбаскан. Любая татарка, любой татарин знает наш древний татарский гимн. Ни один народ на земле не имеет такого древнего гимна, какой имеют татары. И мы все помним, что это наш гимн. Татарский король, рыцарь Камбаскан. И его сын Алгарсуф, и его дочь Альфета. И мы это помним. Но, к сожалению, это не публикуется. И мы всегда помним вступительные слова нашего татарского гимна. I'm loving you like dream, mother, Tartary of mine. Я люблю тебя как мечту, мама, татария моя. И в отличие от казанских татар, мы никогда не продаем свои корни. И мы говорим название нашей страны на русском татария, а на татарском исключительно татар-иле. И мы не оскорбляем изофетом смерти Истан. Никогда наша родина татар-иле не называлась с изофетом смерти Истан. И я хочу повториться, последняя наша татарская католическая епархия была в нынешнем современном городе Бузеу. Там был наш последний татарский католический архиепископ. И все наши татарские документы католические сохранились. Но, к сожалению, сейчас никто этим не занимается. Это никому, к сожалению, не нужно. Прихожа сюда, мне очень приятно, что я встречаю нашу татарскую, близкую мне культуру, нашу татарскую идентичность, наш татарлык, нашу татарикнess, нашу татарскость. Мне приятно сюда приходить, потому что я вспоминаю свое счастливое и тяжелое детство, сказочное и тяжелое.